будь готов, будь сильным, закаленным, мужественным. ГТО – 3 буквы, значение которых знает любой взрослый житель нашей страны. Комплекс «Готов к труду и обороне» – основа советской системы физического воспитания, ее программная и нормативная база. Он был сформирован и направлен на то, чтобы укрепить здоровье, повысить творческую и трудовую активность советских людей. Существовала эта система с 1931 по 1991 годы и охватывала несколько возрастных групп от 10 до 60 лет. Сегодня, спустя четверть века, в России началось возрождение данной традиции. Президент Владимир Путин подписал указ о введении в действие всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». Сегодня впервые в детской спортивной школе проводятся тестовые испытания ГТО для руководителей образовательных учреждений. Сюда включены несколько видов. Я могу сегодня перечислить. Это сгибание-разгибание в упоре лежа, подтягивание на перекладине, прыжки в длину с места, наклон вперед и поднимание туловища положения лежа. Это своего рода тестовые испытания и спортивный праздник одновременно. Тот факт, когда учитель показывает высокие физические результаты, своего рода пример для подражания учащимся. С 1 июня 2015 года во всех в интернете начнет работать портал интернет-ГТО. Каждый участник заведет свой личный кабинет, будет ознакомливаться и видами испытаний, сроками, когда будет проводиться. Мы даже рады, что центром тестирования Зауралья будут проходить именно детская спортивная школа по выбору. Я думаю, что мы работу будем вести совместно с нашими руководителями. Многие задаются вопросом, а будет ли сдача норм ГТО обязательной? Да, но пока только для школьников, начиная с 1 сентября 2015 года. Причем результаты будут учитываться при поступлении в вуз на уровне ЕГЭ. Все остальные слои населения начнут сдавать нормативы с начала 2017 года. Поэтому еще есть время привести свою физическую форму в порядок. Елена Афанасьева, Гульхамитов, Несмир Хайдаров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.